Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Большие изменения. Ремонтные работы в новом корпусе близятся к завершению, остались мелкие детали. Необходимая мебель и оборудование установлены. Уже в сентябре здание будет готово к полноценной работе. Региональные образовательные учреждения готовы принять учеников. Какие работы проведены к учебному году, смотрите в этом выпуске. Цели и задачи. Нацпроект школ, няк, садик, мюлха, благоустройство. Ичу информация, чу илбахца, наган и доузит. Общий российский рейтинг, рейтинг за этот год на второе место. В правительстве региона состоялось совещание под председательством премьера-министра Магомеда Даудова. Какие темы затронули, расскажет наш корреспондент. Чеченская Республика традиционно второй год подряд набирает призовые места. В прошлом году тоже в команде СКФО Чеченская Республика забыла первое место, в этом второе. Для нас это уже обыденно быть призовыми. В Москве прошел третий международный детский культурный форум. Участие в нем приняла делегация из Чеченской Республики. В настоящее время в спорткомплексе «Колизей» проходит большой вечер профессионального бокса. Зрители увидят 18 зрелищных поединков. С места события Турпал Али Тайсумов. Сегодня на ринге действительно жарко. Вечер профессионального бокса с участием спортсменов клуба «Ахмат» в Бродском спортполе «Колизей» собрал самых лучших. За главным бою вечера за титул чемпиона Содружества встретится боксер республиканского спортивного клуба «Ахмат» Тархан Идиков и спортсмен из Узбекистана Мирза Мухаммад Хикматулаев. А главным поединком вечера станет бой за титул IBF International во втором среднем весе между Османбеком Идиковым и Арханом Гаджиевым. Официальные лица вместе с главой региона Рамзаном Кадыровым, который присутствует здесь, также поддерживают наших спортсменов. Мы продолжим следить за развитием событий, дорогие друзья. Первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Хадижа Кадырова провела рабочую встречу с министром культуры региона Исой Ибрагимовым. Они обсудили ключевые вопросы и приоритеты в области культуры, реализацию плана мероприятий, приуроченных к году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия, а также развитие культурных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в изучение истории своего народа. До начала учебного года остались считанные дни. К этому важному событию готовятся не только дети, но и образовательные учреждения. Школьники региона будут проходить свое обучение в обновленных помещениях с лучшими условиями. О деталях сюжета расскажет Медина Мударова. Время стремительно идет, вместе с тем приближается важный для школьников день – 1 сентября. Образовательные организации Грозного завершили подготовку к новому учебному году. Гимназия номер 3 активно готовится принимать в своих стенах учеников, идут косметические ремонты. Также на территории завершилось строительство нового второго корпуса. Он включает в себя профильные классы, где ученики будут изучать такие дисциплины, как математика, физика, информатика, биология и химия. Ремонтные работы в новом корпусе близятся к завершению, остались мелкие детали. Необходимая мебель и оборудование установлены. Уже в сентябре здание будет готово к полноценной работе. Сама гимназия была возведена в 2012 году. В ней есть все необходимые условия. Современное оборудование, светлые и просторные помещения, а самое главное – грамотные педагоги. Второй корпус создаст новые возможности для подготовки будущих специалистов, а также значительно разгрузит поток учащихся. Всего здесь обучается 1242 ученика, из них 125 – первоклассники. По масштабу у нас гимназия рассчитана на 360. Но по факту у нас обучались 1228. И поэтому эта проблема, она была актуальна, и мы в любом случае должны были разбалансировать этот корпус, и что в принципе и получилось. У нас еще есть большие возможности, мы можем перейти на одну смену. Да, вся школа будет обучаться в одну смену режима, и, соответственно, у нас будет возможность развивать детей творческим направлением, то есть актуальная тема на данный момент в образовании – это доп. Образование, дополнительное образование. Да, у нас будут разного характера кружки, и спорт направление, и интеллектуальное направление, и досуговое направление.
Помимо городских, готовятся школы и в районах региона. В селении Бердыкель в прошлом году открыто новое учебное заведение. Оно рассчитано на 720 обучающихся. 1 сентября учреждение встретит 75 первоклассников. Для учеников предусмотрены современные специализированные учебные кабинеты, огромные актовые и спортивные залы, библиотека с читальным залом, компьютерные классы. Всего кабинетов у нас 41, все кабинеты они оснащены, школа к новому учебному году у нас готова. За лето была проведена масштабная подготовительная работа. В 39 учреждениях выполнен капитальный ремонт, а в остальных школах проведены косметические работы. Отопление и освещение приведены в порядок, обновлены кровельные покрытия. Коллектив Департамента образования во главе с Зелимханом Ахматовым проверили их готовность к новому учебному году. Какой у вас урок? Математика. Вы справляетесь? Интересно вам? Да. Вы молодцы. Алла, делишь? Это самые лучшие ребята, да? Поэтому дополнительно ходят. Да. Хорошо будете учиться, да? Обещаете? Что вы молодцы. И где же, Алла, делишь? В этом году двери распахнет 531 действующая школа. Идет строительство 11 новых. Они будут открыты до конца календарного года. Уже к 1 января в республике будет функционировать более 540 образовательных учреждений. В текущем году у нас ожидаемое количество первоклассников – это порядка более 30 тысяч обучающихся. Мы видим, что ежегодно у нас растет численность обучающихся. Соответственно, система образования также подстраивается под нужды населения. Благодаря главе Чеченской Республики у нас ведется строительство новых образовательных организаций. У нас осуществляется капитальный ремонт образовательных организаций. У нас производятся пристройки столовых, спортивных залов. Все это становится благодаря возможным участию регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С подготовкой школы определились, а вот готовность к учебе самих учеников – еще одна важная задача. Поэтому родителям стоит запастись терпением. Некоторые при покупке вещей обращают внимание не только на качество, но и на приемлемые цены. Когда в семье несколько детей, бюджет приходится распределять грамотно. Хорошо, что сейчас большой ассортимент в магазинах, школьные рынки. Это очень удобно для родителей и для учеников. Все-таки детям хочется какое-то разнообразие, они имеют большой выбор сами что-то купить. Школьную форму мы приобретали на фабрике, мы там не первый год покупаем. Это уже у меня 3-й школьник, 2 старших детей закончили школу, поэтому, в принципе, мы уже хорошо ориентируемся, где продаются какие-то школьные принадлежности. На школьной ярмарке царит настоящая суматоха, ведь список покупок длинный, а успеть нужно к 1 сентября. Самое главное – это качественный рюкзак. Такой найти тоже удается не сразу. К нему прилагаются тетради, обложки, дневник, пенал, школьные принадлежности – это ручки, карандаши, ластик. В принципе, наш рюкзак готов. Можете, пожалуйста, сказать, в какую цену он нам обойдется? Вот такой рюкзак со своими принадлежностями школьными обойдется примерно 6-200 тысяч рублей. Но и на этом сборы не заканчиваются. Главное – одежда. Нужна школьная и спортивная форма, а также сменная обувь. Школьники уже успели оценить обновки. Мы сегодня с мамой пришли в магазин, чтобы выбрать портфель. Мне вот этот очень понравился, и я хочу его купить, чтобы показать одноклассникам. Я рад, что я иду в школу, что я уже соскучился по школе. Мы уже практически все купили, форму, канцтовары. Как отмечают продавцы, спрос на школьные принадлежности остается прежним, но предпочтение родители отдают электронным дневникам, нежели письменным. Покупают очень активно, очень старательно. Выбором детей они смотрят, потому что сейчас наши дети, как говорится, век электронный, дети все уже сами понимают, что им надо. В общей сложности в Чеченской Республике учебный год начнется для 68 тысяч школьников. Он станет важным этапом в развитии системы образования. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В правительстве региона состоялось совещание под председательством премьер-министра Магомеда Даудова.
В рамках встречи официальные лица обсудили вопросы о реализации инвестиционных проектов на территории региона, а также республиканских инициатив, входящих в национальные проекты, реализуемые в субъекте. Магомед Даудов поручил проводить освещение этих направлений, особенно по районам. О результатах подробнее рассказал помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Уважаемые коллеги, в текущем году президентом нашей страны озвучены новые национальные проекты, в связи с чем ответственным исполнителям необходимо обеспечить максимальное участие в их реализации, сделать акцент на развитие экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налогового потенциала. Мы строим социальные объекты, как государственной, так и муниципальной собственности. Это решает многие социальные вопросы региона. Но вместе с тем, вводимые объекты увеличивают расходы бюджета на их содержание. Поэтому необходимо наращивать налоговый потенциал и увеличивать налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Чеченской Республики. По итогам сегодняшнего совещания мы дадим конкретные поручения. Всем ответственным исполнителям необходимо строгое исполнение данных поручений. Заместителям председателя правительства по курируемым отраслям необходимо осуществлять контроль за качественное и своевременное исполнение каждого поручения. Нацпроект, что мы федеральном уровне, на особом контроле, на региональном уровне, и всех совещаний, есть специальное поручение Мишустина по освещению этих нацпроектов. Система контента, система, это занести в региональный СМИ, муниципальную, ведомственный муниципальное образование, сайт, что занести. И нацпроект школ, няк, садик, мюлха, благоустройство, эту информацию, что илбахца, наган и доузит. Общий российский рейтинг, рейтинг за этот год на второе место халдуйловой, но за счет определенных организаций дуйловой, а цайол организации, что район, аллас маба хорошего, зачитывать свой бархбот табельче, за 8 месяцев 0 опубликованных инфоповодов. 6 районе, 6 ведомств, почти 0 опубликованных инфоповодов. За счет другой части команды, что на второе место халдуйловой, да им воуш киет, что кажется, да им шун групп, что амагар это я это нацпроект освещать но тажим буал беш, так эск беш хальчадары, но когда прям нулевой показатель, тажим саму ялар, дигадар, кац адала наган доузитердар и дештег. Шоло дала команды ама бой вахкам российский рейтинг В результате обсуждений были выработаны рекомендации по улучшению взаимодействия между государственными органами и средствами массовой информации, а также намечены шаги по решению выявленных проблем. В преддверии нового учебного года в Грозном состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Она прошла на базе 60-й столичной школы и организована Департаментом образования мэрии Грозного при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках акции помощь получили 610 ребят социально незащищенных категорий. В их числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и беженцев. Им передали комплекты школьной формы, портфели и канцелярские принадлежности. Спасибо, конечно, наши братья Рамзан Кадыров за то, что нам принимали в школе детей. Тоже хочу очень благодарить президента РОФ Айман Кадыров за то, что нам это подарили для наших детей, чтобы им было весело и чтобы они смогли ходить в школу спокойно. Мы здесь хорошо живем, альхамдулилlah. Только дай Аллах, что у нас Палестина будет хорошо. Спасибо вам огромное. Третий международный детский культурный форум завершился в Москве. Сюда приехали ребята из различных регионов России, в том числе из Чеченской Республики. Участники побывали на мастер-классах и дискуссиях. Далее смотрите в следующем сюжете. Во Дворце пионеров в Москве прошел третий международный детский форум, который собрал более 2500 участников из разных регионов России. Начинающие музыканты, художники, артисты и журналисты смогли проявить свои таланты, пообщаться с известными деятелями культуры и создать собственные проекты. В таком грандиозном мероприятии приняла участие делегация Чеченской Республики, состоявшая из 10 воспитанников детских школ искусств и одной студентки колледжа искусств и культуры. Занимайте центральную позицию для того, чтобы вам вручили подарки. Прошу.
Спасибо большое. Хакатон – это соревнование, в котором команды создают на время прототип мобильного приложения, веб-сервиса или другого продукта для решения проблемы, с которой столкнулся заказчик. Серебряное место заняли среди 9 команд мероприятия, не добрав лишь 1 балл, создав свое собственное приложение под названием «Назад в будущее» представители Чеченской Республики, которое приурочили к объявленному году семьи. Это такое приложение, где семья может побыть исторической личностью, принять решение, где ход дальнейших событий зависит от человека. А потом в конце дается справка, как было на самом деле в истории и как получилось у вас. То есть почему целевой аудиторией является семьи? Потому что мы как бы связываем между собой поколения и, так сказать, восстанавливаем отношения. И данный проект будет интересен не только младшему поколению, но и также старшему. Проект команды Girls из Гор получил похвалу от жюри за креативность и информативность. Участницам были вручены призы и награды. И, как отметили организаторы, Чеченская Республика традиционно входит в число лидеров таких соревнований. Стоит отметить, что в прошлом году ребята заняли 1-е место. Я чувствовала большую гордость, когда слышала такие приятные отзывы о нашей делегации Чеченской Республики, о наших детях, что они необычайно креативные, интересные, что у них большой творческий потенциал. Я думаю, да, мы обязательно будем реализовывать, делать из них крупных, интересных, известных личностей и культурных деятелей. На финальной ноте форума, где путем отбора среди номеров участников делегации, Ансар Черхигов попал в шорт-лист выступающих на сцене большого концертного зала. Юный музыкант покорил зрителей виртуозной игрой на национальном инструменте дечек-пондар и исполнил произведение «Танец» Махмуда Исамбаева, посвятив свое выступление памяти великому национальному лидеру. Вклад Министерства культуры Чеченской Республики в развитие и сохранение культурного наследия является неоценимым. Его деятельность способствует не только культурному обогащению республики, но и укреплению ее имиджа на международной арене. Аида Магомаева, Саидимин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В Ножаюртовском районе ведется большая работа по асфальтированию внутрисельских дорог Булгат-Ирзу. Работы начаты по поручению главы республики при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Многие из дорог играют важную роль в связывании жителей с объектами социальной сферы, а некоторые еще и служат основным сообщением между соседними населенными пунктами. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.